Друзья, всем привет! 3 февраля, на календаре, за бортом температура минус 11 градусов. Находимся на заправке, заправили бензина, вот наш ураган в прицепе, все собрано. Стоимость бензина, дизельное топливо 60 рублей 12, 92 46 рублей 37 копеек, 95 49 57. Едем на рыбалку, едем в такой компании. Роман Геннадьевич. Всем привет. Серега. Саня. Салют. В общем, вот такой дружной компанией, вчетвером едем на рыбалку. Выезжаем на ночь глядя, потому что надо добраться до избы, надо пробить дорогу, много чего надо. И главное добраться до места, топтаной дороги до реки. И завтра с утра, надеюсь, будем рыбачить. Что-нибудь да получится. По крайней мере, едем мы не за рыбой, а на рыбалку. Все верно? Конечно. Все верно. Все. Поехали. Поехали. Заправили коня. Так, минус 11 градусов. Я так думаю, в лесу будет градусов 15, как минимум, наверное. С Богом. До свидания, дом родной. По крайней мере, Гисметео рисовал шикарную погоду для рыбалки. Да? Без ветра, градусов минус 10, оптимал. Посмотрим. Так, ну мы не тясы. Его имечко слабок. Издержкач. Комин черный там талонили. Рочен. Комин отстанет гагарванный, донай. Онай. Ну тогда, куда чернитный рочен. Шутка. Я просто перевожу. По коме все понимаете, нет? Сказали все. Ну ладно, тогда будем говорить по-русски. Ну что, дорогие друзья, вот мы и в избе. Наконец-то путь, дорожка была не близкой. Время уже, пока мы доехали где-то, наверное, уже 2-й час, да? Сколько, Ром? Нет, рядом часов. Все дела практически сделаны. Даже спустились на речку с разведкой. Сделали дорогу на речку. 1:16. Нормально. Не знаю, поднимемся ли мы обратно, но будем надеяться, что как-нибудь да поднимемся. Немножко в другом месте сделали дорогу. Подогрели ужин. И сегодняшний ужин у нас без рыбацкого. Что, все поверили, да? А бывает и так. Приятного аппетита! Ладно, друзьям-то нальем что вот. Кстати, каждый раз для избы что-то надо привозить в подарок. Вот на этот раз вот подарок я привез вот такие 3 красивые стопочки тундра стеклянные, потому что комплект металлических куда-то пропал. Один комплект, потом второй. И я вот решил, чтобы туда-сюда не возить, я надеюсь, никуда эти стопочки отсюда не пропадут, никто же, наверное, домой не возьмет. Вот эти стопочки оставим в избушечке. Так что это, друзья, вам, это нам, это вам. А Саня, Серега, они на рыбалку не приехали, они просто гречку кушать приехали. Чаи погонять. Да, они просто неудачно погуляли. Поверят ведь. Ну, ничего страшного. С кем не бывает. Да, шутка, шутка. Просто они вот так вот, хватит. Мужской рукой такой сказали, хватит. Точка и все. Блин, уважаю. Это, блин, не каждому дано. Издевайче, да? Как обычно по плечике. У нас он грядущий. Я бы тоже не пил, ну как вот традиция, вот, ну как вот нарушить эту традицию, не знаю. Выходной день. Молчок такой. Так что сегодня много говорить не будем. Вот. Главное, мы на месте, главное, мы доехали. И первую стопочку за приезд. Давайте. О, Саня с Серегой по Чайковским. Молодцы. Блин, уважаю. Ну давайте, друзья, за приезд.
начинается новая рыбалка на новом месте. В этом сезоне здесь мы еще не были. Да, в этом сезоне мы еще вообще нигде не были. Сезон только начинается. Правда, в этом году чуть позже, но ничего страшного. Лучше позже, чем никогда. Что такое, с черемухой, да? Угу. С черемухой, наверное, прикольно. Наверное. Я все время забываю. Мне, кстати, надо будет пару бутылочек нормального самогончика. Спасибо. Все время забываю. А вам там мочу надо бы завязать или кровь? Мочу и кровь. Кровь тоже? Это сейчас новое что-то? Ну, раньше кровь-то не надо было Да, сдавать. раньше только мочу и всё. Раньше только мочу сдавали. Это на алкоголь или на все? Ну, на наркотики тоже. Все на наркоту, все. А что думаешь, если алкоголь выпьешь, наркота покажет? Наверное. А, точно, там, Ну, по крайней мере, там видишь- черемуховые косточки. Видишь, даже кофе там написано не пить. Кофе, кефир, квас. Сыра это, да? Тоже. Нет, сухая. Что, лицо только. А там, где она не потеет, а где ничего нету, потеет. Ноги сухие, тут все сухое, спина сухая, а потеет, потому что ничего нету, не одето. День шапку. А что, в бане же одевают шапки, да, чтобы? Это уши, что ли? Это? Да, это понятно. Жжет. Войлочные специально такие. Ну да. У нас баня такая их. Рукавицы одеваешь. Рукавицу на голову одень, да. Надо распороть ножом. и- Мы решим, что вы сейчас, а? Что там, ночевали нормально, тепло было? А то на плюс был на улице. Вообще обалденно. Я говорю, Там так, еще снег-то на крыше. так комфортно, снег капает, кап, но это нагревается. Просто я даже в спальник не залезал. Ладно, заболтались, давайте помаленьке еще будем ужинать и немножко надо поспать, потому что завтра, во сколько светает, сейчас там часиков 6, 7 светает. Ну, в 6. Подъем в 6, встаем, позавтракаем и пешочком до реки, буксирочек у нас уже там, ждет. А дорогу специально оставили, потому что очень крутой спуск. Спустились ночью немножко, хотя минус 9 сейчас Все температура. равно когда прихватит. немножко должно прихватить, потому что я пытался обратно подняться, бук взрывается. Если поставить фиксацию дышла, мне кажется, все равно будет висеть. Не поможет. Висеть, мне кажется, будет. Это по ровной, по наледи поможет, а тут нет. Он просто на горке повиснет и будет гусянка крутиться и все, не поможет. Надо, чтобы застыло. Потому что зарываться яму, и снег глубокий, он выроет яму себе. Я не стал мучать, на месте там развернулся и поехал обратно. В одном месте там опасно, спускаешься прямо в дерево, блин. Тормоза немножко придерживают, но это сейчас по мягкому, когда я шел, придерживали. По твердому, мне кажется, покатится на ура. Ну, по твердому у тебя там уже траншея же есть. Ты все равно завернуть-то сможешь, наверное, уже. Прямо на дерево. Надо будет это дерево чик-чик-чик ликвидировать, наверное. Посмотрим. Если тормоза сделать, то надо. Подтянуть-то можно, но это надо капот снимать. А тут уже на ручке не надо. На ручке нет, капот снять и в натяг еще немножко Я сделать, понял. чтобы больше. Там шестигранники нужны. Не поможет. Мы когда с горы-то на Печору спускались, у Держал. тебя гусянка юзом шла. А, в смысле, затормозила и все-таки. То есть гусянка мертвую держит. Угу. Значит, нормально. Ну, по крайней мере, там, на вот этом льду, который мы там натоптали же. Она застопорила полностью, и она юзом шла, получается. Но там ведь тоже круто, блин. Ну, вообще, вот на видео снимаешь, не видно, как будто и все. А вот так вот боком смотришь, боком, вот так вот. Вот так. А с Улысан, когда вот летел я из этой протоки, там в одном месте буран, вот, получается, так спустился, вот так, и выехал. А я по буранке еду оттуда. А там ключи как раз бьют. И я-то еду, я уже вижу, что это, оказывается, он спустился, а не поднимался там. А мне деваться некуда уже, я уже... Я газом... Зацепилась, Рома там еще немного выскочил.
Я такой поднялся. Южи, ну, Мгм. грунтозацеп есть? У тебя тоже бивер или тайговская? Мгм. 22 миллиметра. 22, да. Тут 30, но если есть куда зацепиться, это лучше намного бивер. 30. Там 8 миллиметров, все-таки разницу это нормально. У тебя тоже цельная. Мгм. Разрезная, мне кажется, в этих случаях будет лучше. Она, наверное, перекладина им будет грызть, я так думаю. Ну, хрен его знает, На посмотрим. все случаи жизни. Универсального ничего нету. Так же, как и катковая система. Значит, он- и- Ну давайте. Между первой и второй не должна даже, говорит... Ну, короче, промежутка не должно быть. На второй глаз, чтобы оба глаза спали крепко. Серега Вашков комментарий написал, я говорю, как раз сейчас читать от него комментарии этому последнему ролику. М. Я говорю, полгода молчания, я уже, блин, что только не думал сейчас. Комментарий со стишками, думаю, ну, значит, это более-менее уже что-то. Так что, Серега, если смотришь этот ролик, огромный тебе привет. Когда все закончится, мы или здесь, или в другом месте обязательно посидим и маханем. Дай Бог. Ну, всё. Сытый пьян, но в табаке. Наелся уже? Мгм. Ну, как-то вот так. В общем, друзья, ужинаем. И у нас где-то часа 4 будет еще тихий час. Березку закидываем в печку. Уже, наверное, надо подкинуть, чтобы Делаем взялось. комфортный режим. Термометра у нас сегодня Климат-контроль. нет. Да. Ну, видать, все-таки общая сырость еще есть, да, смотри, стекла запотели, все пока. Но стены сухие, уже хорошо. Помнишь, раньше в ту избу-то приходили? Столько иния, блин, на стене Ну было. это... А хотя тут здесь дверь, по-моему, тоже была закрыта. Двери надо немножко открытыми оставлять, чтобы... Ну, Вентиляция да. была. И обычно еще вот это отдушину делают. Ну да. Ну может не... А, хотя... ну, Это- дело хозяйское. Ладно, до завтра. Будет утро вечера мудренее. Ой, спасибо. Утром проснемся, позавтракаем. И впереди нас ждет лесная речка, полная хорюзов, полное впечатлений, полное промоин, полное перекатов, полное опасностей. В общем, рыбалка на Хариуса по лесной речке — это полный экстрим, но от этого эта рыбалка становится еще интереснее. Каждый добытый хариус, каждый пойманный, особенно крупный, это просто такой... Дай бог, завтра мы увидим Поклевки. 700 граммового. Ставки делаем. 700. Я поймаю 700 граммового. Ну, ладно, я 500. И 500 граммового. Роман? Килограмм 277. Килограмм 277. У меня рекорд кило 300. Ему 0,2 леску давай, 0,3. Вот это заявка. Санек? Я не знаю даже, что. Килограмм. Килограмм. Грамм Килограмм. 600. Ну, пусть 650. 650, я 700. А весы не взяли. Ладно, будем У на меня глаз. есть весы. Есть, да? Так что ставки сделаны, господа. А завтрашний день посмотрим, что он нам даст. Дай бог хотя бы по одной рыбке поймать. То, что... Дай бог, чтобы наледи не было еще на реке тоже, чтобы куда-то съездить. Ну, по крайней мере, куда я спускался сегодня, тут уже сухо. А так то, что, что КГ-277, говорит, здесь нету в яме. ну, а может, приперся. Я, кстати, вот здесь яма, тен-тен-тен ниже, где-то грамм на 700 ловил, чуть ниже вот тут вот яма, на этой глубине. Единственного тогда весной нигде не клевало, я потом уже раз на черный мормышку мне... Я тут его прямо на этом столе разделал. Икра была, хариус. Пожарил я его. Подожди, да, пожарил. Жареный хариус у меня был. Икра была малосолка вроде бы. Вроде бы так было. Ну, на всякий случай сейчас вот сюда ссылочку на ролик скину, посмотрим. Все. Бурвой, друзья. Бурвой. До завтра. Я тоже. Будет день, будет пища. Доброе утро. Доброе утро. Страна. Так. Опа-на. Ротоподъем.
Не, я на это больше не поведусь. Сейчас хоть 2 раза говори, скажи, да, хоть 3. Доброго всем утра. На улице уже светает. Поспали мало, на улице светает уже. Ну, в принципе, достаточно. Часа 4 поспали, да, получается? Около того. Около того вчера. Без фанатизма, так, немножко слегонца. Все. О, друзья, тоже Тоже допили, да? допили, не оставили, все нормально. Вареница, готовится завтрак туриста. Сейчас вскипятим чайник, зальем термоса, позавтракаем и вперед на речку. Рома самый счастливый сегодня был, он один там дрых. А мы вот тут вот на этих нарах что-то 3 толстяка ни хрена не влезли. Блин. Меня чуть не столкнули вот сюда. Ну нормально. Если я здесь, значит не столкнули. Все, встречаемся на льду. Ну что, друзья, вот мы на реке, но не успели выехать, как сразу начались проблемы. Вон новый завал, метров на 100, наверное. И чтобы проехать, нам надо его пропилить. Чем мы и занимаемся. В общем, обязательно нужно с собой возить пилу, иначе без пилы делать нечего. Прошлый год здесь был завал буквально метров, наверное, на 15-20, буквально было десяток деревьев. А весной половодьем вот накидало аж до самого поворота. Уперлось поперек вот одно бревно, второе, третье. И в итоге получился новый завал. Чтобы проехать дальше, надо пропилить. Есть вариант идти пешком, но пешком много не походишь. Так что будем пилить, будем делать. И с другой стороны, если мы пропилим сейчас, возможно, этот завал весной большой водой унесет. И здесь на следующий год будет чисто. Хотя надо, по идее, вот это основание завала пропиливать, чтобы все унесло. В общем, пока вот так. Пока пропиливаемся. Чтобы просто так не стоять, пожалуй, пробурю я здесь луночку и попробую что-нибудь закинуть. Вода, на реке вода не критично, но если здесь она есть и везде. Если так, то еще нормально, можно ходить, а то бывает по колено воды, не дай бог, конечно. Ладно, что, будем пилить, будем делать дорогу, ну и одновременно будем пробовать по дороге, что да как, до первой поклевки. Ну что, один завал проехали. Вот такая вот гоп-компания. Паровозиком едем. Пока едем. Не знаю, далеко ли приедем. Скорее всего, до следующего завала или... В общем, посмотрим. Сколько получится, столько проедем. С Богом! Ух ты, промоина. Промоина. Они что, бессмертные, что ли? Промоины везде, блин. Опасно. Кто-то из рыбаков ходил пешком тут. И рядом промоины или проваливались, или вообще... Все,
Что здесь будем пробовать, нет? Понятно. Тут тоже опасно, могут быть промоины везде. Волк ходил. А волк-то ходит, волки. Пока едем. Как бы немного успокаивает то, что кто-то здесь уже ходил пешком, вот. И как бы не так страшно, но провалиться можно в любую минуту. Вон здесь вот перекаты, промоины везде. Главное первый раз проехать, не провалиться. Потом все это замерзнет и будет нормальная ледяная дорога. Вот еще один завал. Вот здесь мы сделаем остановочку, скорее всего. Вон следы волчьи следы. Ходил волк. Прошлогодняя семья, походу, живет. Все, опять надо доставать пилу и опять пропиливать. В прошлые годы эти два дерева тоже были. Снега мало. Снега мало из-за этого, ну. Как бы поверху пройти. А ничего, это бессмертные, что ли? След идет и рядом промойна. Видели, вода была там. Дырочка. Там выдрали, кто там проделал? А может быть это постоянно выдры делают, и Мы из-за тут этого... когда-то этот плюс тоже обуривали, по-моему. Здесь рыба есть, золотая лунка же здесь. Да, что порыбачим. Мы тут тогда Надо дорогу, наверное... с одной лунки, наверное, 16 штук, наверное, взяли, Откуда когда надо рыбачить? Саньками были. А? Откуда рыбачить? Вот этот плюс полностью. Полностью плюс рыбачим. Два ряда, вот прямо здесь вот так вот. Вдоль дороги. Да, тут помельче, там нормально, а потом дальше мель. Там типа ямки даже, нормально. Но этот плюс не бурили, надо обурить обязательно. Так проедем. Не, наверное, это надо будет... Здесь... Слева объедется. Это я слева обеду, а ту, наверное, пильнуть надо будет. Она прошлый год уже была, с прошлого года здесь. Ну, я говорю, просто сегодня в этом году снега еще мало. Но. Так И, что- а льда ведь тоже нету, лед каша буришь. Я еще не бурил. Я тоже не пробовал. Лед каша, льда нету. Леха Носов сказал, да, говорит, бери полукруглую на выйди. Лед сырой и не такой толстый. И не весенний лед, как говорится. Все ерунда, это сейчас еще замерзнет. Но если такая дорога будет, тут жить еще можно. Потому что, видать, верхняя пленочка все-таки замерзла. Видишь, вон, тык. Ну, держит, верхняя пленка держит. Рома, сильно не дави на бур, может быть мелко. Ну все, в общем, бурим, пробуем до первой поклевки. Дай бог она будет. А, Ромка мне пробурил, сейчас и попробуем. Тысячу лет? Смотри, опарыши замерзают, градусов 10 есть получается. Самое комфортное. Еще бы снега не было. Было бы шикарно. А 4 бура-то быстро этому плюсу кирдык будет, да? 3 же. А, 3. 3 бура. 4 мужика. Ну, Рома за двоих будет. У меня бензодрель есть, вот шнек надо. Один человек пошел, набурил, весь плюс. Мы тут поздней весной, считай, были. Ну, когда обычно говорят, что все уже выловили, да, речки нету. Мы тут ходили, я говорю, попали на лунку, видать, этот плюс никто, и нащелкали тут, дай боже. А так после этого, ну, пустым нет. Прошлый год здесь поймали первые 4 штуки первый день вот с Саньком. И потом в течение зимы, наверное, штук десяток еще останавливались каждый раз, но прошлый год не было здесь рыбы. Когда как, видать. Так, ну что, пока тоже здесь тишина. До первой поклевки. Кто первый поймает, тот и наливает. Чай.
Чай, чай. Будем пить сегодня чай. В лунку-то не налили. А, не действует. Я семготы наливал лунку, бесполезно. Так что не будем больше наливать лунку. Не будем баловать. Как его? Баянаю? Ну, Не ловит, не хочет, да? не, семготы налил целую стопку и закусить дал, и бесполезно. Это когда? Ну, когда с Ромкой ездили? Да. Серега Василия поймал. А смотрим, чтобы сильно не мучать. Первую рыбу не отпускают, но Серега не такой. Василия он друга отпустит. Пусть растет. Вот, значит, на этой Запах пустил? реке рыба есть. Первого Васька поймали. Хорошо взял сразу? Да нет. Дрочил? Ну вот. Первая поклевка, первая рыбка. Лунок, сколько, десяток набурили уже. Минут, сколько, 10 ловим. 10-то нет, может, еще, но не густо, не густо. Но клюнуло, это уже дает надежду. Может быть, что-нибудь да еще клюнет. Лед сырой, лед тяжелый, но не очень толстый. И что самое всех больше радует, пока на льду нет воды. Нормально. Немножко есть, но это не критично. Нормально. Если так, то это будет очень хорошо. Хотя вот до нас вот ездили, которые ходили, говорят, по колено воды было, булькали, ходили. Видать, примерзло все равно, да? Так, ну что, вот и Санек отличился. Но это опять же Василек. И вот такой вот. Еще даже меньше, чем у Сереги. Ну, и вообще Василий. Детский сад. Аленка. Это отпускай. Иди в свою стихию. Тульк. Сразу ударил. так. Так себе. Да, мелкий, что непонятно даже. Так. Тем временем я уже успел припотеть в этой куртке, пока бурился. Там глубины нет, дальше на повороте есть глубина, но обурено, не знаю, ловили, не ловили. Ладно, не будем здесь терять много времени. Проверяем лунки и пилим завал и едем дальше. Что-то здесь 2 Васька и все. Больше пока ничего нет. Прошлый год хоть 4 было здесь, но такие нормальные, достойные. Жареные. Грамм по такие 350-400 где-то такие. На повороте один крупненький был грамм на 700 там. Ладно, будем смотреть, будем пробовать. Вот тебе и мелко. Но здесь вообще глубины нет. Вот я обурился. Получается, глубины нет от слова совсем. Достал ледобуром. Ой, вот. Ага. Вот, ну этого возьмем на жарю. Это возьмем, это жареных. Да, сразу клюнул на мели. Нифига себе. Не крупный, но он, этот Вот более-менее. А там у тебя пробурено, да? Да. Мелко-мелко я пробурился и сразу земля. Серега! На мели одного жаренка поймал маленького. Он сразу клюнул. О, блин. Оп, есть. Еще поклевка была. Еще была поклевка, но вторая нимфа не дает. Вторая нимфа зацепилась об лед. Как бы нимфа, с одной стороны, это дополнительный шанс, но с другой стороны, бывает, подводит тоже, цепляется об лед. Ну, укололся сейчас на этот раз, видать, укололся. Вот и я почувствовал запах рыбы. Обалденный запах рыбы. Вот, понюхайте, как пахнет хариус. Вон, просто от него обалденный запах идет. Единственная рыба, которая с таким ароматным запахом. Оп, еще поклевка вроде была. Вроде бы поклевка.
Не пойму. Глубины вообще нет, да, получается? О, второй такой же. Этот взял на нимфу. Ну да. На этот. На нимфу, пустую нимфу без крючка, считай, хапнул. Без опарыша, ну. Вон, видишь, одна трава здесь получается. Запутал ты все. Он до этого клюнул было, укололся. Об лед зацепился, потому что нимфа об лед зацепилась. Голод не идет, по такому делу, да? Ну, да вон, эти уже хоть что-то, не детский сад, блин. Не крупняк, конечно, но уже хоть что-то. И самое интересное, поклевывать сразу же клюнуло. И вот это радует, что где-то если найдем, то значит клевать будет. Роман там завал херачит, блин. Серега дальше пошел, да? Как говорится, Пакет только взяли для рыбы, нет? у меня нет. Нет, где-то. Я один где-то брал карман вроде бы. Так, здесь. То, чтобы сейчас я вообще не взял. А вообще не взял. А мон глаз же бытишь. Может еще попадется. Ну как не джекси, а идти-то ну еще. Так, ладно, пока все. И на том спасибо. Начало есть. Вон Санек не успел отойти, вон и мне Васечек. Но этого уже куда? Этого уже никуда. Этого на место. Там, где он появился. В принципе, походу, если рыба есть, она клюет. Мелко-мелко. Тут я вот бурился. Только лед пробурил, буквально сантиметров, не знаю, 5-6, наверное. И сразу трава, земля. О, вот, опять такой же. Или ты будешь там? Окей, глядям. Пусть гуляет. О, чуть покрупнее. Ну, мелочевка. Поймал, отпустил. А запах зато тот же. Что у крупного, что у мелкого, запах один и тот же. Обалденный запах. Ну вот. Уже приятно. Хоть мелочь, но поклевки есть, уже радует. Вот так вот, шаг за шагом, приходится делать дорогу. Пропилили еще одно бревно. Прошлый год мы перескакивали через него. Снега было больше. В этом году снега мало. Немножко пришлось потрудиться. Мало того, что это бревно, так еще и сучьями было. Потеряли еще минут 10-15. И сожгли бензина. Это мы так проедем. Серега, Саня уже ушли вперед. Но пока делаем дорогу. Они там, наверное, уже пакет рыбы наловили. Фу, я уже употел. Вроде пилишь, да, вроде ничего не делаешь, а все стоит. Ну да, это... А на повороте здесь попробуем. Рыбка бывает иногда. Фу. Вот так вот, красота. По готовой дороге что не рыбачить-то? Самое тяжелое это делать дорогу через речку. Первопроходцам. Вон береза, пожалуйста, упала опять. Опять. Не, мы тут проедем, не будем ее пилить. Но вот здесь вот возле березы мы пробуримся. Потому что здесь иногда рыба у нас ловилась. Так, проезжаем. О, парни у нас ушуршали вперед. Ну чё, поймали, чё нет? Нет.
Молодцы! Молодцы, говорю! Две рыбки поймали, А, маленькие. понятно. Здесь? Я тоже попробую. Эти тоже здесь бурились, да, вроде старые лунки вон. А парики у тебя? Да. Дай-ка одного. Фу, блин, весь мокрый. Напрочь. Не по погоде оделись. Или просто двигаемся. Вроде минус 10 показывало. Ты что, с ящиком ходишь? Не, сейчас решу посидеть. Тут почему-то раньше, лет 10-15 назад, глубже было, и хариус был крупнее. Сейчас обмелело, и хариус стал мельче. Так, ну что, друзья, давайте глянем подводный мир. А то мы все грешим, что не ловится, не ловится. А может он... все грешим, что его нет, а может он просто не ловится. В общем, отпускаем камеру. Так, сделаем включение сразу, наверное. Включаем. Включение сделали и смотрим. Вот, как мы видим, вода здесь чистейшая. Все хорошо видно. Глубина небольшая, но это как бы ничего страшного. Так. Крутанем сейчас, вокруг посмотрим. Так. Здесь рыбы. Здесь рыбы у нас нет. Хорошо. Вернее, ничего хорошего, но это говорит о том, что рыбы здесь нет. Была бы, она бы клюнула. Замыло. Раньше здесь глубина была 1,5 метра, лет, наверное, 10-15 назад. Была ямка, рыба здесь собиралась. Сейчас ямки нет, замыло все полностью напрочь вон. Груз повесил. Что-то плохо крутится. Да. Теперь понятно, почему рыба не ловится. Ее просто здесь нет. Так что не будем долго терять время. Поедем дальше. Нету, Ромка, здесь рыбы. Нечего здесь делать. Сейчас проверю все пробуренные лунки. И поедем дальше. Вот такое вот прекрасное каменистое дно. Но хариуса здесь нет. От слова совсем. Будем искать. Будем искать, пока выключаемся. Выключили камеру, выключаем GoPro. Друзья, вот просмотрели в камеру, не увидели ни одной рыбки. Думаю, дай-ка пройдусь. И вот такой вот васечек. Плавай, друг. А прошелся камерой, вообще ничего не было видно. Так что не факт, что если не видно камеру, то рыбы нет. Видать, она где-то все-таки
может быть, возле берега где-то гасится. В камеру не видать, а мормышку видит и подходит. Так что все-таки пробуренные лунки. Сейчас мы с Ромкой покидаем буквально по 2-3 заброса. И потом уже поедем догонять Серегу с Аней. Ну вот и Роман Геннадьевич у нас обрыбился. В общем, приехали, друзья, на новое место. Саня говорит, здесь рыба была. В общем, пробурились, лунок 10. И вот он, самый крупный пока размер Романа Геннадьевича. Это вот такой вот хорюзишка. Этот уже 24 сантиметра примерно. примерно так. Уже что-то. Так что еще не все потеряно. Рано расстраиваемся. Может быть, что-нибудь еще и половим. Я так понимаю, если где рыба есть, она ловится, она клюет. Так что будем искать. Пару раз было так, что клевала на стоячую без игры. Это очень плохо, с одной стороны. Это говорит о том, что клев неактивный. Но этот ударил сразу, да, Ром? Настоящую. Хорошо. Настоящую тоже, да? Ну, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Роман вот налил Чайковского, сидит, попивая чай, и клюнул, выдернул. Может быть, здесь работали бы червяк, настоящую, вставную бы. Но у нас червей нету, ловим на опарыша. Пока очень медленно, очень тихо, но уже не пусто. Так, не будем нарушать традицию, вернее, мы ее немножко уже нарушили. Не выпили 50 капель после первой рыбы, но исправляемся вовремя. Накрыли вот такой вот небольшой столик. Рома, Работай, Рома. ты поймал самого крупного хариуса, так что давай, начисляй. Сальцо, вот такое вот вкуснячие. Пирожочки с мясом. Не знаю. Пирожочки с не знаю с чем. Творогом, по-моему, там что-то картошка или... Что-то, короче, такое там есть, существует. Саня с Серегой по фамилии Чайковские. Вот берите пример. Вот какие должны быть рыбаки вообще. А мы что? Мы так себе. Мы все по старинке. У них новый метод сегодня. А потом, как в самом веселом анекдоте, да, приходя домой, жена плачет. Да. Рыбу наловили. Лучше бы ты пил, да? Друзья, это вам. Двойная. Мужики. Ну, конечно, там полную ванну. Давайте. Ваше здоровье. Пусть каждому клюет. Дай бог. И почаще. Хотя бы такие вот, да? Что, сковороднички. Хотя прошлый год-то порадовали поклевками, да? Хорошие дундучки, блин. Надеемся, что и в этом году мы их найдем. Штатив был же. Надо было штатив поставить. Спокойно хоть пообедал бы. Берите сало вон. О, соседки. Вкусняша. Да, соседская. Мы тоже спиртные напитки не употребляем. Это добрый кола. Кока-кола нету, а появился добрый кола. Только без газа, да, Ром? Угу. Так что пьянству бой. Ладно. Смотри, Роман, как шевелится. Как шевелится твой здоровячок. Таких будет. А, ты какой загадывал? Сколько грамм? Кило 250? 277. Немножко не дотянул. Так еще не вечер. Килограмм. Так, ну что, еще одна остановочка. Санек даже не встает, говорит, здесь рыбы нет. А я что-то помню, вот это место вроде была. В итоге первая же лунка, и Ромка поймал землю. Снег здесь немножко поглубже. И, естественно, уже вон везде вода.
Очень много воды на льду. Ромка меняет ножи. Что, у тебя какие, любые брать? Ну, острые. Ну-ка. И главное, чтобы не тупые. Ну да, вроде точенные же. Ставь. Вот эти ставь, да. Там у тебя тоже глубины нет, да? Ну так, немножко-то есть. Немного есть. Сейчас будем пробиваться через самые опасные места переката. До одной ямки планируем доехать. Если доедем, будем буриться там. Сейчас ножи поменяем. Попробую еще луночку ниже сделать, наверное. Опять затупим. Новые ножи, да? Новые ножи. А, сейчас Сашкиным буриться буду. У Саши много ножей. Да? Так они же не новые, они тупые у Да. меня все. У меня Как-то пара вот так стоит, вот. конечно, Какое это 4-е место уже, да? 4-е или 5-е место уже. Улов пока не растет. Время идет. Сколько уже? Часиков 11-12. Пока ничего интересного. Одно радует, хоть погода хорошая. 11:05. 11:05. Получается? Пока ты не спросил, все шло очень хорошо. Понятно. Ладненько. А теперь у тебя нет болтов, подумаешь. Что, друзья, пробуем. Едем до ямы. Если доедем, хорошо. Если не доедем, это будет в кадре. Утонуть, наверное, не утонем. Я так думаю. Но вероятность то, что искупаемся, есть. Не дай бог, конечно, но... Готовы? Ой-ой-ой. Главное, чтобы здесь не прилипнуть. Ну, с Богом. Вообще целяк, тут даже следов не было. Кроме вот волчьих. О, промоина. О, тону. А вот тут что-то мне даже рисковать не хочется. А вот тут даже мне что-то рисковать не хочется. А вот тут что-то даже мне, друзья, рисковать не хочется. Надо на лыжах с пешней. Как бы. Вот. В принципе, волк шел вот там вот обошел. Даже волк обошел этот перекат, получается. Вон перекат. Получается открытый полностью. Раз. Открытый два. Или ехать прямо между промоинами, получается, что тоже опасно. Или обойти вот там вот. Но что-то мне здесь даже совсем рисковать не хочется. Вот, в принципе, уже, наверное, за тем поворотом уже идет это. Ямка-то, наверное, уже. Немножко, да. Я думаю, ты не стесняйся, сильнее бей. По центру не попробуем? Лучше не надо, наверное, да? Тут что-то резкая глубина. Волк, в принципе, обошел. По волчьим следам, если ехать, то нормально. Опа! Пешню утопил. До дна дошел? А, мелко. Мелко-то мелко. Правее возьми чуть-чуть. Правее. Да. Сама? Не-не-не, вот сейчас где-то его проткнул, правее чуть-чуть. А, пустота? Нет, там подсветка вроде.
Ты взял полэлектрики да, посильнее. Если посильнее, то пробью. А может здесь попробуем прямо пройти, нет? Вернись, да здесь там промоина, потому что, видишь? Серега. Не, тут крепкий лед. Нормально. А там проткнуло, да? Там сыро, да. Туда нельзя ехать. Вот так вот прямо. Взял полэлектрики да. Со всей дури-то бить не надо, у тебя площадь-то опоры тоже не маленькая. Ну так-то да, но все равно. Да тут выдержит. Если я на таких коротких лыжах меня выдержала. Просто, Вот туда не уткнись. ну просто видишь, зигзаги. Там нету, да, льда? Тут нету. А тут получается это, да, Серега? Что-то перепад, да? Тут, наверное, песок какой-то, что ли? Может по песку пройти, да? Не, да, проехать по центру, я думаю. Ну сейчас посмотрю я. Пойду. Но тут вот, главное сюда не прижимайся вон, если тут ехать. Тут крепко по лыжам. По лыжне. Тут, наверное, песок, я думаю. Опа. Пробилась? Ну да. Так. Тут мягко. Слева пробивается, да? Тут крепко вон. Получается наоборот, там что ли это Тут крепко. нормально. Ну и все, по центру и поедем, значит. Главное здесь вот, чтобы в дырку не попасть. Тут-то вон вообще промыто вон. Вода течет. Да. Что, прямо едем тогда? Глубоко-то не должно быть, не утонем. Глубоко-то нет, но тут потом заледенеет. Так, и там вот еще где бревна, надо будет остановиться и проверить. Ладно, до туда доедем, я надеюсь. И там еще. И там потом уже на лыжах тоже проверим и все. Как-то вот так, за шагом приходится проверять, потому что лучше, как говорится, перебздеть, чем недовздеть. На мощных снегоходах можно было ходом, наверное, да, здесь? На мощных можно и по воде проехать. Ну да. А можно и утонуть и не встать больше. Тут глубины-то такой нету, чтобы не встать. Не знаю. Береженого Бог бережет. Занимаем места. Пробуем. Готово? Вот тут вот может быть тоже опасно. Лучше пройдем по лыжах, наверное. Просто на лыжах пройтись, это шапки снести. Потому что хрен его знает что. Вот прошлый год вот здесь вроде в этом месте. Или чуть дальше. Все открыто было. Я проваливался. Так что лучше перестраховаться. Серега у нас самый легкий. Да, 100 килограмм.
Если Серега не провалится, значит никто не провалится. Такими короткими лыжами, да. А длинных не взяли, да, лыж? А? Взяли, они долго трясут. А. Мало того, что лыжи короткие, еще одна сломанная посередине. Тут может быть мелко, Ром, перекаты, да. Что, земля? Льда нету, но глубина такая же, как сейчас в последнем месте, где рыбачили. Мелко, да? И лед маленький, тонкий. Да. О, звук другой. Что, ты хочешь пробовать? Пока, да? Провалилось, да? Там получается, где снег толстый, льда нету, да? А впереди? Здесь в целом крепко. Прям по лыжам езжай. По лыжне, да? Опа, слева тоже провал, да? Это из-за деревьев еще. Глубоко? Да. Опа, пешня даже провалилась. Не, ну. Метр, блин. По пояс. А прямо там нет это? Серег, А? прямо нормальный лед? Прямо дальше? Ну да, пока. Но я сильно долбить не хочу, чтобы он не провалился оптом. Но. Тоже херня, да? Нет, тут выдержи. Только саней пускай станут, наверное. А как они потом пешком пройдут? На лыжах я сейчас. Не-не-не, потихоньку на санях проедем. Ты думаешь, санями продавит? Санями нет, если и меня на лыжах выдержала, вас выдержит. Ну, я говорю, это главное, чтобы резкого перепада не было обычно. Как знаешь, бьет вот с бревна, такого нет же перепада. Не, езжай. Потом замерзнет эта дорога. Ну, сильно не замерзнет, я тебе скажу. Чисто буранка может быть, а по краям так и будет. Это где бревна, там сугробы, такая херня и получается. Я же говорю, нету льда там. Поехали. Если пешком вот так идти без этих лыж, бульк, а глубина вот так вот. Ты же тогда, помнишь, проваливался-то? Шаг в сторону сделал возле бревна. Не я же, Калина. Или Калина? Калина провалился. Он 2 раза тогда провалился. Буквально шаг в сторону, блин, ну. Ну, с Богом. Где прошел человек на лыжах, ураган проедет. Вот тут тоже опасно, вот здесь вот точно по-любому промоина. Ага, вот и перекат еще один. Вот он, это сушина. Вот здесь я прошлый год провалился. Подождем лучше. Вот эта сушина как раз я помню. Я ее вот объезжал. И получается, вот здесь вот, где вот там дырка, а вот там вот провалился. И опять здесь дырка. Эту сушину объезжал. Да-да-да. И иди прямо по волчьим следам, там самый толстый лед должен быть. Либо с краю. С краю нет, с краю открыто все. Где волк прошел, там иди.